Здравствуйте, в эфире новости в студии Султания Ситакаева. Сегодня в программе. Выдающийся крымско-татарский писатель Аблезис Велиев отметил 80-летие. Начался ремонт дорог на 2 улицах в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории. В Ялте открылся 66-й бал «Хризантем». Какие новые сорта представлены в этом году? В Евпатории прошли всероссийские соревнования по карате. День освобождения Украины от фашистских захватчиков – это дата, напоминающая об общей истории братских народов. Но сегодня имена общих для России и Украины героев-украинцев пытаются вытравить из сознания граждан соседней страны. Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook. Глава обратил внимание, что в боях за Украину погибли около 3 миллионов советских воинов. Мы помним, что на территории Украины проходили крупнейшие военные операции Красной Армии, которые вошли в число 10 сталинских ударов. Мы снова и снова вспоминаем наших общих героев, уроженцев Украины. Это маршалы Павел Рыбалка и Семен Тимошенко, генерал Иван Черняховский. Это трижды герой Советского Союза, воздушный ас Иван Кожедуб. Это отважный партизанский командир Сидор Ковпак и легендарный разведчик Евгений Березняк, майор Вихрь. Это гроза бандеровцев Павел Судоплатов. Это многие тысячи других героев, известных и неизвестных. Почти 7 миллионов человек отдохнули в Крыму с начала этого года. Показатели превышают прошлогодние на 10%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сезон 2019 года уже признан самым успешным за всю постсоветскую историю полуострова. Больше всего туристов приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Более половины отдыхающих предпочитают добираться по Крымскому мосту. В микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории приступили ко 2-му этапу строительства дорог. На это из федерального бюджета выделили около 150 миллионов рублей. Приступили к работам по 2 улицам – Достлух и Абдураима Решидова. Подробности в сюжете Севили Меметовой. 2 экскаватора и более 15 наемных. Работа здесь не прекращается ни на минуту. Подрядчики приступили ко 2-му этапу строительства дорог в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории. По проекту федеральной целевой программы первыми начали делать параллельно 2 улицы – Достлух и Абдураима Решидова. Рефик Аблямитов в микрорайоне Исмаил-Бей поселился одним из первых. Рассказывает, этого события он ждал еще с 90-х годов. Очень сложно было эти годы. Мы ни во что не верили. Только обещания. И вот наконец-то сейчас люди все довольны. Хоть к Новому году обещают сделать. В рамках проекта предусмотрено дорожное полотно общей шириной 6 метров и тротуары с 2 сторон. С проверкой на объект приехал заместитель председателя Госкомнадзора Ильмар Мамбетов совместно с администрацией города и службой автомобильных дорог. На сегодняшний день утвержден график производства работ. В дальнейшем, уже после того, как будут сделаны данные улицы, подрядчик будет поэтапно переходить к следующим улицам, дабы не допустить ситуации, как по первому этапу, когда корыто вырыли, а после этого, не успев положить ЧПС и щебень, люди были вынуждены передвигаться и в таких условиях. На данный момент работы по 1-му этапу приостановлены. Подрядчик не справился с задачей. С ним расторгли контракт в одностороннем порядке. Ведутся работы по подбору подрядной организации, с которой в дальнейшем будет заключен контракт. И только потом продолжится строительство. А по 2-му завершение работ планируется в следующем году. А это подъездные дороги к объектам ФЦП, строящиеся школы и детскому саду. Севиля Меметова, Эрвин Миралиев, телеканал Милет. Экс-директор парков Симферополя Александр Шабанов оправдан. Верховный суд Крыма отменил приговор. Шабанова обвиняли в избиении замдиректора МУП объединения парков культуры и отдыха Олега Батищева. В марте этого года железнодорожный райсуд Симферополя назначил Александру Шабанову 4 года лишения свободы условно. После рассмотрения дела спустя полгода этот же суд пересмотрел свое решение. Ушел из жизни Рустем Эмиров. Причиной смерти стал инфаркт. Сотни людей пришли проститься с выдающимся крымским шахматистом. Тему продолжит Мухаммед Зикирьяев. Сегодня сотни людей пришли попрощаться с известным крымско-татарским шахматистом, общественным деятелем Рустемом Эмировым. Для родных, друзей и коллег уход из жизни Рустема Эмирова – большая утрата.
Рустем Эмиров родился в Узбекистане. Вся его молодость прошла в городе Ангрен. Он закончил геологический техникум, более 6 лет проработал геологом. После поступил в Институт народного хозяйства, работал в стройбанке. В 1977 году вместе с семьей вернулся в Крым, занимался бизнесом и общественной деятельностью. Также он был организатором клуба «Алтын бешик». Главная цель этого клуба была помощь в создании семейных пар. Сейчас молодежь испытывает определенную проблему, судьбы разные, у кого-то второй, третий брак. И вот как-то помочь воссоединиться и создать семью, вот этот клуб знакомств очень активно помогал и способствовал этому. И до последнего времени такая работа проводилась. Рустем Эмиров был известным шахматистом Крыма. Также он организовывал турниры по этому виду спорта. Около 10 лет назад он организовал шахматный турнир между сборными крымских татар и сборной Турции. Турки приехали в Симферополь, он смог оплатить этот приезд, оплатить этот турнир, и сборная крымских татар тогда одержала победу. Очень такое интересное мероприятие, оно практически здесь впервые на территории Крыма, и это организовало не государство, это организовало частное лицо Рустем ага Эмиров. Наш телеканал выражает соболезнования семье Эмировых. Мухаммед Зикиряев, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». С 1 ноября рыбную ловлю в Черном море запретят на 4 месяца. В это время сотрудники погрануправления и представители государственных органов проведут профилактические и проверочные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Правонарушителям грозит административная ответственность, крупные штрафы, конфискация рыбацкого имущества. С 1 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года в Черном море будет действовать запрет на осуществление любительского и спортивного рыболовства в отношении всех видов водных биоресурсов на следующих участках. На акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная Ялты. На акватории Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной Ялты. На акватории порта Артек на расстоянии в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка. От причала Карадакского природного заповедника до мыса Толстый, от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно. На Крымском мосту тестируют архитектурную подсветку. На арочном участке железной дороги загорелись почти 400 светильников с белыми и красными диодами. Всего система включает более 2000 ламп. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку оборудования проведут поэтапно. В конце года километр дороги подсветят цвета российского флага. Освещение не помешает участникам дорожного движения. В то же время триколор можно будет разглядеть с берега в хорошую погоду. В многоквартирных домах Крыма заменят старые лифты. Первые машины с механизмами уже доставили на полуостров. Это 62 современных оборудования. Новые лифты оснащены по последнему слову техники. Поручни, зеркала, кнопки вызова со шрифтом Брайля, контроль открытия и закрытия двери. И немаловажная составляющая — энергосберегаемость. На эти работы из республиканского бюджета выделили около 150 тысяч рублей. Подъемные механизмы установят в домах, в которых закончился срок эксплуатации лифтов. В этом году региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Крыма заключил контракты на замену около 400 единиц оборудования с подрядной организацией из Москвы. 80 лет исполнилось выдающемуся крымско-татарскому писателю, переводчику, сатирику и журналисту Аблязизу Велиеву. Праздник он отметил в кругу родных, друзей и соратников в Крымско-татарском театре. О творчестве юбиляра и его достижениях в следующем сюжете. Все песни и слова благодарности в этот вечер адресованы лишь одному человеку – Аблязизу Велиеву. Известный писатель празднует 80-й день рождения.
Многие произведения, которые звучат на сцене, написаны именинником. В них он написал всю любовь к родине, ее красоту. Аблязис Вилеев известен и как юморист. Мы желаем ему крепкого здоровья, долгой жизни, чтобы он всегда радовал нас своими шутками, вдохновлял стихами и своим мастерством. Известный писатель, журналист и общественный деятель большую часть жизни посвятил крымско-татарской литературе, способствовал сохранению родного языка на чужбине. Вернувшись в Крым, 8 лет вел авторскую рубрику на радио на крымско-татарском языке и стал активно издавать свои произведения. Он и переводчик, он и писатель. У него 79 изданий книг. И 80-е, к 80-летию он еще готов к изданию. Аблязис Вилеев сделал большой вклад в развитие крымско-татарской литературы и журналистики. В 2007 году его удостоили премии имени Бекира Чобанзаде. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям писателю и желает ему творческих успехов и всемирного признания. Фатиме Сейдометова, Фериде Якубова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». Ежегодный, уже 66-й по счету бал «Хризантем» открылся в Никитском ботаническом саду. Это событие привлекает тысячи туристов со всей страны. В этом году посетители могли не только выбрать королеву и принцессу бала, но и дать название новым сортам. С подробностями наш корреспондент София Шукурова. Бал «Хризантем» в Никитском ботаническом саду в этом году можно считать юбилейным. 80 лет прошло с момента начала селекционной работы с хризантемой. В этом году мы получили документы на 2 сорта хризантемы крупноцветковой. Это хризантема египтянка, которую вы можете видеть здесь, и хризантема лепестковый дождь. Особенности этих сортов заключаются в том, что они относятся к группе крупноцветковых хризантем, но имеют очень раннее цветение. Практически некоторые из них зацветают даже раньше, чем сорта мелкоцветковых хризантем. Этой осенью здесь впервые представлена египтянка, один из самых ранних видов хризантем. Этот сорт вывели в Никитском ботаническом саду. Садовники, селекционеры и ландшафтные дизайнеры постарались и в этом году создать необычайную цветочную композицию. Композиция построена в виде 8-лепесткового цветка, который находится в центре, и лепестки отходят от центра по всему полю. Это будет видно только сверху, наверное, да? Ну, в общем-то, да. Сверху можно будет увидеть. У нас есть прекрасная смотровая площадка, с которой можно будет рассмотреть всю экспозицию. В этом году на параде представлено почти 500 сортов, а это на 200 больше, чем в прошлом. Хризантемы высажены на территории чуть больше 1/3 гектара. Обилие цветов и красок впечатляет каждого посетителя. Я приехала из Ростова-на-Дону. Сегодня ночью ночным автобусом. Очень устала, но я сейчас такая довольная, потому что красота необыкновенная. Великолепно, чудесно. Мы, крымчане, очень рады за Крым, что он цветет, расцветает, что очень много людей посещает наше родную землю нашу. Очень рады из Милета встретить хороших, красивых людей. Были как-то в мае. Цвели тюльпаны, тоже было очень красиво. Ну, а хризантем вообще мой любимый цветок. После 7 ноября. Вот тогда оно все будет, по-моему, расцвевшее. Мы обычно 10 ноября приезжаем. А это приехали, потому что погода хорошая. Пчелиный рай, Млечный путь и Мисс Вселенная. Такие оригинальные названия предлагают туристы для новых сортов. Такая возможность для них появилась именно в этом году. А эти селекционные образцы создавали в течение нескольких лет. Из новинок селекции будут представлены 94 гибридные формы. Из них 40 крупноцветковых и 54 мелкоцветковых. На следующий год они будут размножены в достаточном количестве. Большинству из них будут присвоены названия, и посетители выставки могут увидеть их уже в большем массовом представлении. То есть на следующий год мы опять побьем рекорд? Думаю, надеюсь, да. Хризантема – поздний осенний цветок, любит украшать пейзажи этого времени года при низкой температуре. Именно поэтому сейчас распустились не все растения. Древние японские поэты воспевали хризантему в своих стихах. Не остался золотой цветок без внимания и российских поэтов. Уже более 100 лет звучит старинный романс Николая Харита «Уж давно отцвели хризантемы в саду». Но в этом саду они еще не все зацвели. Пик цветения придется на середину ноября. Бал «Хризантем» продлится до середины декабря, так что у всех желающих еще есть время насладиться красотой. София Шукурова, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет». В Музее истории крымской столицы открылась выставка «Симферополь и Йошкар-Ола. Мост дружбы». В экспозиции представлены книги, фотографии, национальные костюмы марийцев. Крымчане могут познакомиться с самобытной культурой коренного народа Республики Марий Эл.
В 2017 году был подписан договор о сотрудничестве между нашими городами. Город Симферополь – замечательный, интересный город с культурной, исторической, огромной историей. И, конечно же, город Йошкар-Ола, которому в этом году тоже исполнилось 435 лет. Для нас это очень важное событие. В Евпатории прошли всероссийские соревнования по карате. Со всей страны определяют более 500 лучших спортсменов, которые затем выступят на чемпионате России. Со следующего года медали по карате впервые будут разыграны на Олимпийских играх. Руслан Минаев общался со спортсменами и выяснял тонкости восточного единоборства. Тенгиз Калдани тренирует свои фирменные удары. Родом из Кабардино-Балкарии, на всероссийских соревнованиях представляет Крым. За 17 лет спортивной карьеры Тенгиз становился призером чемпионата Европы и дважды выиграл чемпионат России. Очень хорошая конкуренция уже сейчас и впоследствии тоже будет. То есть с каждым годом все больше людей приезжает. Тенгиз, как и большинство участников турнира, член Международной федерации карате ВКФ. Помимо стилевых особенностей, спортсмены этой организации единственные, кто будут представлять карате на Олимпийских играх в Токио. Турнир в Евпатории, как отметили организаторы, первый шаг к таким вершинам. Если это касается именно крымских спортсменов, это отборочный турнир для крымчан на чемпионат России, который будет 6-8 ноября в городе Казань. И отборочный турнир для первенства России, которое будет в Тюмени, значит, 6-7 декабря. ВКФ карате – олимпийский вид спорта, поэтому его организация проходит на очень высоком уровне. На одном татами работают сразу несколько судей. Точные удары и время выводят на табло. Даже тренерам тут выделили специальные места. Согласно правилам, такие боксы во время боя покидать нельзя. На 3 татами выступят более 500 спортсменов. Разыграют они 44 комплекта медалей. Победители в общекомандных выступлениях увезут домой вот такие вот кубки. На турнир в Евпатории приехали спортсмены из 15 регионов. Организаторы уверяют, на сегодняшних соревнованиях выступают лучшие каратисты России. Я считаю, что Крым – это одно из самых интересных, перспективных мест для развития такого вида спорта, как карате. Наши спортсмены достигают высоких результатов. Мы поэтому благодарим весь тренерский состав за то, что отстаивают наши спортсмены цвета нашей республики, флага. Мы этим гордимся. Первый день соревнований большинство медалей разыграли юниоры и паракаратисты. В заключительный день соревнований на татами выйдут представители абсолютных и общекомандных весовых категорий. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Спортивный клуб «Мангуб» в Каменке отпраздновал свой день рождения, год со дня открытия. На мероприятии собрались более 25 спортсменов и их родители. Для самых юных борцов президент Федерации спортивной борьбы Ахмат Булат провел товарищеские схватки. О воспитанниках клуба репортаж Севили Меметовой. На татами юный чемпион Симферополя Имран Нурулаев греко-римской борьбой занимается уже несколько лет. Спортсмен выступает в категории до 25 килограммов. И уже с первых минут ловкими движениями рук, одолев соперника, зарабатывает свои первые баллы. Как тебе удалось заработать больше баллов? Я ему сделал перевод и нырок с вертушкой. Более 25 борцов со всего микрорайона Каменка собрались в спортивном клубе «Мангуб». Зал отмечает свой первый год со дня открытия. Зибиде Нурулаева – мама 8-летнего борца Имрана Нурулаева. Она всегда поддерживает сына на всех соревнованиях. А сегодня в зал пришла вся семья – мама, папа и младшая сестричка. Очень нравится наш тренер Ахмат Нариманович. Очень рада, что конкретно к нему ходим заниматься борьбой. Ребенку очень нравится, вот это самое главное, да. Он нас не раз уже занимал первые места. Товарищеские соревнования проводит президент Федерации спортивной борьбы Ахмат Булат. Уверяет, в этих соревнованиях нет победителей. Каждый, кто вышел на ковер, уже чемпион. После схваток юные спортсмены сядут за этот красивый и сладкий стол, который для них подготовили их родители, и отпразднуют свою первую победу. Этот зал открыли год назад по программе «Спортзал в каждом населенном пункте» по инициативе депутата Госдумы Руслана Бальбека. Всего в Крыму построили 8 модульных спортзалов. Сегодня в спортивном клубе «Мангуб» тренируется 5 групп. Курешу греко-римской борьбе обучает 3 тренера. Работает зал круглосуточно, скажем так. В 9 утра начинаются тренировки, 9:30 вечера заканчиваются. То есть 5 тренировок идет, соответственно.
Самый маленький к нам, который ходит, это 4 года. Вы сегодня видели, как он боролся умело. Ну и самый, который взрослый, самый именитый борец нашего полуострова, это Сулейманов Рустем, который завоевал множество медалей на международных турнирах, на всероссийских, само собой, на чемпионатах России. То есть, его перечень, его наград очень велик. По словам Ахмата Булата, главная цель зала – пропаганда здорового образа жизни. Тренеры уверены, в этом микрорайоне вырастет будущее поколение чемпионов. Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Нет выше чести Родине служить. Военно-патриотическая акция с таким названием прошла в Ялте в День моряка-надводника. Для жителей организовали показ военной и специальной техники береговых войск Черноморского флота. На набережной Ялты работали полевые кухни. Праздник продолжился концертом ансамбля песни и пляски и духового оркестра Черноморского флота. А на палубе военного корабля Орехово-Зуево ялтинские школьники пополнили ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». После торжественной клятвы им вручили значки юнармейцев. Разрешите от себя лично, от члена военного совета, от экипажа корабля поздравить вас с этим замечательным днем. Пожелать вам прежде всего хорошего настроения, творить, созидать, любить, и чтобы сегодняшний день для вас был самый-самый запоминающийся. С праздником вас! Также для гостей выступили подразделения разведки и морских пехотинцев. Приятным сюрпризом стала экскурсия по кораблю. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго!